Вступило в силу еще одно требование Евразийского экономического союза. С 1 января одежда, произведенная в Кыргызстане без кода маркировки, не ввозится и не продается на российском рынке. Этот новый порядок снова создал новые препятствия для многих предпринимателей, потому что, несмотря на заявление ЕАЭС Кыргызстану в 2019 году, предприниматели не были проинформированы на государственном уровне. Дамира Дулеталиева, президент Ассоциации рынка сферы услуг, заявила, что в результате торговля между предпринимателями, которые только что возобновили свою деятельность после пандемии, застопорилась. Мало того, что мы попали в 2019 году, то есть в 2020 году мы попали в ситуацию с закрытием границы, с пандемией. У людей в основном только сейчас надо поднять голову, и 2021 год приходит к тому, что ни один товар не выходит за территорию Кыргызстана. Это, конечно, очень большая проблема. И сейчас понять, как маркировать товар, где приобретать эти штрих-коды, это нужно, наверное, проводить очень большую разъяснительную работу, которая, естественно, не проведена со стороны правительства. Министерство экономики начало работу в этом направлении только в ноябре 2020 года. Министр Санджар Мукамбетов заявил, что ситуация не так опасна, и предприниматели готовы самостоятельно маркировать свои товары. С ноября месяца проводятся работы. Собрали ассоциацию предпринимателей, и с их помощью сегодня проводится такое мероприятие. В этом вопросе и у национального оператора Альфа Телеком есть своя ответственность. На данный момент для маркирования производимой продукции в стране у них недостаточно материальной базы. Но данную функцию выполняет не только Альфа Телеком. Если предприниматели изъявят желание, то и они могут самостоятельно маркировать, закупив оборудование. За исключением крупных швейных предприятий, малый и средний бизнес снова рискует обанкротиться. Самыми важными из них являются кожаная обувь и текстильная одежда. Отныне у каждого товара должен быть штрих-код, выданный правительством Российской Федерации. Предприниматели Кыргызстана могут получить его из России через клиента. Но бизнесмена в стране это не интересует. Поэтому представительство компании, назначенное правительством России, было открыто в Кыргызстане по инициативе Ассоциации Легпром Кыргызстана. Теперь в эту компанию может обратиться бизнесмен, желающий экспортировать свои товары в Россию. В целях оказания помощи малому и среднему бизнесу мы заключили соглашение с российским официальным представителем компании Трейдмарк договор, представителем в Кыргызстане, который выступает компания «Новая норма». На данный момент маркировкой занимаются они. Стоимость получения штрих-кода оценивается в 60 тиынов за единицу. На сегодняшний день в компанию «Новая норма» для получения маркировочного кода обратилось около 30 индивидуальных предпринимателей. С начала года к нам обратились почти 30 частных предпринимателей. С ними был заключен договор. На данный момент наша компания занимается маркировкой их товаров. Предприниматель Арзымат, который выполняет это требование впервые, придерживается двух разных взглядов на брендинг. Введение этого нового правила упростило процедуры пограничного контроля, но в то же время требование идентификационного кода обходится недешево, потому что товары, которые отправляет бизнесмен, продаются в России его же людьми. С начала года это наша первая продукция, предназначенная для Российской Федерации. Раньше без проблем отправляли товар, но сейчас нужна обязательная маркировка. Конечно, пока есть свои нюансы, потому что немногие предприниматели могут себе позволить маркировать товары. Стоит отметить, что цены на товар кыргызских предпринимателей на российском рынке вырастут на 27%. Согласно требованиям, импортер обязан уплатить правительству России 27% стоимости товара в виде налогов. Таким образом, Россия намерена обелить рынок и эффективнее противодействовать серому импорту. Азамат Кенжешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.